День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за всем, что происходит у нас в республике и за ее пределами. И сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых главных ее событиях. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко. И вот о чем мы расскажем сегодня. Поддержка экономики и контроль строительства и сдачи готовых социально значимых объектов. Ряд важных мероприятий прошел на этой неделе в республике. У нас сегодня 3 объекта отстали от графика, и главная задача, чтобы эти объекты к началу следующего учебного года, 22-23, уже были готовы, и ребятишки могли зайти в новое учебное заведение и полноценно получать знания. Вновь бурное обсуждение лесозаготовки в Алданском районе. Слухов и домыслов много. Попробуем разобраться в этом вопросе. Несмотря на то, что участки предоставлены очень большими обширными территориями, рубка будет назначаться только в тех выделах, в которых возраст лесонасаждений будет соответствовать спелым и перестойным. Соответственно, из всех площадей будут исключены защитные леса, расположенные вдоль водных объектов, водоохранных и нерестоохранных зон. Как перезимовали жильцы новых домов в Бяськёле горного района после устраненных замечаний на холодные полы? Очень хорошо дома. На старости лет даже ванная и туалет внутри появились. Перезимовали благополучно. Легендарный спектакль режиссера Андрея Борисова «Созвездие Марии» наконец-то вернулся в репертуар столичного драмтеатра после 3-летнего перерыва. Она и знала всю суть происходящего, всю опасность, скажем так, этой непростой экспедиции, этой непростой всей истории. Она предполагала, конечно. Обо всем этом и не только смотрите в ближайший час. Арктика как территория диалога. Президент России Владимир Путин провел совещание по развитию арктической зоны. В нем приняли участие вице-премьер и полпред Юрий Трутнев, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Президент на совещании заявил, что арктическую зону государство рассматривает как территорию диалога, стабильности и конструктивного сотрудничества. Владимир Путин выделил 3 основных направления развития: Северно-морской путь, экология и окружающая среда, а также увеличение потребления нефти и газа, поиск других рынков сбыта. Путин потребовал не откладывать реализацию проектов в Арктике, несмотря на санкции, призвал продолжить проекты по ликвидации ущерба. Начинается период северного завоза. Он должен пройти четко и организованно, по графику, без сбоев. Арктика должна быть снабжена всеми необходимыми товарами и услугами, причем в полном объеме. Всех, кто, так же как и Россия, заинтересован в устойчивом развитии этого уникального региона, мы всем будем предлагать совместную работу. Рассматриваем Арктику не как поле геополитических интриг, а как территорию диалога, стабильности и конструктивного сотрудничества. В условиях внешних санкций, которые были введены из-за ситуации на Украине и повлекли за собой глобальный разгон инфляции, российские власти приняли новые меры для поддержки граждан. В частности, Владимир Путин объявил, что в ближайшее время минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум, зарплаты бюджетников, а также все социальные выплаты, в том числе пенсии, будут увеличены. Президент также поручил правительству рассчитать точные параметры этой индексации и подчеркнул, что даже в текущей непростой ситуации нужно добиться снижения уровня бедности и неравенства в стране по итогам года. Предложения насчет индексации должны были быть представлены до 20 апреля. На доклад по борьбе с бедностью уже представлен. Согласно еще одному решению, правительство должно настроить систему социальных выплат так, чтобы она оперативно учитывала изменения материального положения семей. Но глава Якутии Айсен Николаев на заседании оперативного штаба по обеспечению экономического развития республики рассмотрел вопрос реализации в регионе федерального пакета первоочередных мер поддержки в условиях внешнего санкционного давления. Глава Якутии отметил, что сегодня правительством республики проводится системная работа по поддержке малого и среднего бизнеса и другим мерам федерального уровня. Глава республики также обратил внимание на новые федеральные меры поддержки, отметив необходимость оперативного
доведения информации о них до предприятий республики. Так, сроки разрешений на строительство, истекающие до 1 августа этого года, автоматически продлены на 1 год. В случае, если застройщик заменил указанные в проекте стройматериалы на аналоги, не уступающие качеству, повторная экспертиза будет проведена бесплатно, а ее сроки уменьшатся вдвое и составят 14 рабочих дней. Также состоялось очередное заседание оперштаба по координации строительства и реконструкции объектов. На повестке дня стояло 3 основных вопроса. Первый – это реализация проекта «Квартал-Р» в Нерюнгри. Проект предусматривает строительство 326 многоквартирных домов. Для обеспечения данного квартала инфраструктурой республика в прошлом году получила кредит на сумму более миллиарда рублей. В этом году должны начаться работы по подведению сетей электро- и водоснабжения. Более того, определенная часть домов будет построена именно для реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Также обсудили вопрос развития индивидуального жилищного строительства и затронули немаловажную тему доступности строительных материалов. Доступность имеется в виду как и наличие, так и ценовая доступность. В этой части глава дал соответствующее поручение, чтобы мы вместе с организациями лесопромышленного комплекса под эгидой Министерства промышленности Республики Саха-Якутия выверили часы и приняли определенные меры по именно развитию вот этого направления. Ну и третий вопрос – это у нас проблемные объекты, которые у нас имеют в стройке, в Республике Саха-Якутия в рамках программы комплексного развития сельских территорий. У нас сегодня 3 объекта отстали от графика, и главная задача, чтобы эти объекты к началу следующего учебного года, 22-23, уже были готовы, и ребятишки могли с началом учебного года уже зайти в новое учебное заведение и полноценно получать знания. Тем временем, самый современный на Дальнем Востоке кардиососудистый центр Национального центра медицины в Якутске в ближайшее время распахнет свои двери для всех пациентов. Сейчас там идут завершающие работы. В центре уже установлено оборудование мирового уровня. Персонал подготовлен и прошел обучение в ведущих институтах страны. Заключение о соответствии получено в феврале этого года, а в марте разрешение на ввод. Сегодня идет оперативная работа по передаче помещений в Минздрав, а в некоторых сертифицированных кабинетах уже принимают пациентов. Готовность объекта к открытию проверил первый заместитель председателя правительства республики Кирилл Бычков. Это уникальный совершенно объект, это самый современный на Дальнем Востоке, вообще на всем востоке нашей страны медицинский центр. То оборудование, которое здесь представлено, то оборудование, которое будет участвовать в медицинских процессах, в лечебных процессах, в диагностических процессах, в хирургических операциях, оно самое современное в мире на сегодня. То есть аналогов, которые более, более нового поколения не существует. Здесь новейшее оборудование. И, конечно, здесь очень важно правильно научиться на нем работать, эффективно научиться полностью использовать все его возможности. Ну и, конечно, в конечном итоге получить очень большой результат. Всего в кардиоцентре откроют 16 подразделений. А благодаря оборудованию мирового уровня возможности нового центра будут отвечать самым высоким требованиям современной клиники. По словам Кирилла Бычкова, импортное оборудование успели завести в республику до установления внешних санкций. Нам очень повезло, я очень благодарен, опять же, всему коллективу, который участвовал в этих процессах. Мы вовремя успели приобрести это оборудование, оно пришло, оно полностью укомплектовало весь медицинский центр. У нас на сегодняшний день нету проблем, связанных с оснащением центра в его проектном виде. Поэтому мы успели вовремя, что могу сказать. И на самом деле я надеюсь, что у нас будут возможности и комплектующие, и различные расходные материалы в дальнейшем покупать. На сегодняшний момент все это оборудование находится на гарантии, поэтому я надеюсь, что у нас не должно быть проблем ни с эксплуатацией, ни с поведением этого оборудования. Конечно, еще раз повторюсь, здесь очень важно квалифицированно и качественно обучить весь персонал, всех сотрудников, для того, чтобы они по максимуму использовали его преимущества.
Тем временем, по данным Минздрава, за последние 10 лет существенно улучшился показатель раннего выявления онкологических заболеваний. В год это в среднем 2500 случаев злокачественных новообразований. С помощью национального проекта «Здоровье» идет плановая работа в этом направлении. С опережением графика проходит строительство нового республиканского онкологического центра со стационаром на 180 коек. В здании проведено тепло, а в помещении полным ходом идут отделочные работы. Новый центр будет оснащен новейшим высокотехнологичным оборудованием, отвечающим всем требованиям для оказания качественной медицинской помощи. Планируется 6 интегрированных операционных залов и 1 основной зал для рентгенохирургических операций. В данный момент ведутся работы по устройству, вот, как вы видите, инженерного оборудования, тепловодоснабжения, отделочные работы. В целом строительная готовность объекта высокая. И, вот, как я уже говорил, строительную часть мы хотим закончить в этом году. А потом уже проводить пусконаладочные работы по оборудованию медицинскому, по установке и так далее. Есть определенные трудности в связи с санкциями, но идет плотная работа с Министерством здравоохранения, с врачами, которые будут непосредственно эксплуатировать. Подбираются доступные аналоги, в том числе отечественного производства. Ну а в селе Чапаево Хангаласского улуса на этой неделе состоялось торжественное открытие учебно-лабораторного корпуса Малой академии наук Республики. Это базовая площадка регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Якутии, реализованного в рамках нацпроекта образования по модели образовательного центра «Сириус». Все подробности далее. Село Чапаево Хангаласского улуса отныне станет самым настоящим центром притяжения для талантливой и одаренной молодежи, для талантливых школьников нашей республики, потому что именно здесь сегодня состоялось торжественное открытие учебно-лабораторного корпуса Малой академии наук, оснащенного по самому последнему слову техники самым современным оборудованием. Трехэтажное здание общей площадью более 7000 квадратных метров состоит из 2 смежных блоков – учебного на 150 мест и жилого на 100 мест. Объект построен в рамках соглашения между правительством региона и компанией «Роснефть». Финансирование строительства объекта осуществлено целевым фондом будущих поколений Якутии за счет средств Роснефти в размере более 1 миллиарда рублей. Сегодня мы получили ряд таких хороших лабораторий, где наши дети могут уже на самом высоком уровне заниматься своими исследованиями. Сегодня некоторые ребята представили свои проекты, и мы видим, что наши юные исследователи работают над такими проектами, которые могут принести реальную пользу и республике, и стране. Соответственно, мы ожидаем от этого центра, такого научно-образовательного, можно сказать, центра, да, хороших результатов в области науки и технологий. Новый учебный корпус задает высокий стандарт инфраструктуры научно-исследовательской деятельности школьников. Здесь создано множество лабораторий от аэрокосмической инженерии и дистанционного зондирования Земли до молекулярной биологии и геномных исследований. На территории обустроены учебные полигоны альтернативной энергетики, климатологии и изменения климата, марсианский и полигон Роснефти. Помимо учебных лабораторий в здании также имеются IT-центр, коворкинг, актовый зал, библиотека, телестудия и студия звукозаписи, а также спортивный и тренажерный залы. Наши ребята будут здесь сами создавать клеточные культуры уникальных растений, которые находятся здесь, на нашей территории Якутии. Например, венерин башмачок. Это очень уникальное растение краснокнижное, но мы будем его культивировать клеточно. И также наши ребята этим будут заниматься, участники нашей академии. Ну и также здесь будут проводиться работы по геномным исследованиям, как раз связанные с древними животными, которые здесь жили давным-давно. И это будет таким большим интересным проектом. Символично, что в День космонавтики состоялась торжественная передача спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля «Союз-МС-11» детям Якутии от госкорпорации «Роскосмос». С этого момента начинается отсчет работы космического полигона Малой академии наук. Это важное событие, и мне жаль, что мероприятия в отряде космонавтов, связанные с подготовкой к полетам, не позволили принять личное участие. Меня связывает давняя дружба с Якутией, и вы знаете мое особое отношение к вашей республике. Поэтому я горжусь, что спускаемый аппарат, в котором я, как командир корабля «Союз МС-11», совершил посадку 25 июня 2019 года в 5 часов 48 минут по московскому времени, установлен рядом с учебным корпусом.
Уверен, что экспозиция аппарата будет стимулировать развитие молодого поколения интереса к науке и технике, космической деятельности и в конечном итоге способствовать подготовке высококвалифицированных кадров. Новый учебно-лабораторный корпус Малой академии наук – объект столетия. Он входит в перечень 100 социально значимых объектов, приуроченных к столетию образования Якутской АССР. Безусловно, этот центр, мы можем сказать, что один из лучших центров для подготовки одаренных детей не только на Дальнем Востоке, но и, наверное, во всей стране. Потому что я много где был, много где вижу, как работают с одаренными детьми. И, безусловно, вот сегодня это здание, безусловно, одно из лучших. Малая академия наук республики – это уникальный международный научно-образовательный центр. Его главной идеей является создание вдохновляющей атмосферы для одаренных детей со всей республики и формирование сообщества будущих лидеров Якутии. Иван Лазаренко, Дюлус Иннокентьев, Чапаева, Хангаласский улус. Мы продолжим сразу после короткой рекламы. Оставайтесь на нашем канале. Мы продолжаем программу. В условиях санкций муниципалитеты и бизнес должны объединить свои силы. На этой неделе на Координационном совете по предпринимательству под руководством Айсена Николаева обсудили целый ряд новых мер господдержки. Подробнее расскажет Ульяна Шагина. На сложившуюся экономическую ситуацию в стране государство и регионы отреагировали оперативно, предложив бизнесу целый пакет различных мер, среди которых кредитные каникулы, льготные займы, мораторий на проверки и другие послабления. Для предпринимателей это стало неплохим подспорьем, чтобы не свернуть предприятия и не просто выживать, но и зарабатывать. Это кредиты под 2% на сохранение рабочих мест, которые при 100% сохранении списались в прошлом году. Это была действительно очень хорошая помощь. Второй момент – это было снижение страховых взносов до 15% свыше федерального МРОТа. Послушали очень много мероприятий. И, естественно, не всех охватит. У нас 39 тысяч субъектов, и по тем моментам, которые оказываются по отсрочке или по предоставлению льгот, естественно, по тем направлениям, особенно где идет обеспечение продуктами питания первой необходимости, должно состояться и должно отработать нормально. Не терять скорости реакции на запросы бизнеса сегодня это главная задача регионального правительства. Между тем, эффект от этого будет виден в том случае, если к работе подключить муниципалитеты. В этом ключе должна быть проведена системная работа по информированию бизнеса актуальной информацией на местах. Есть некие проблемы, но это решаемо. И я заметил, что именно в период, который сейчас происходит, бизнес консолидируется. Предложения группируются, и Минпред в данном случае выступает как центр, как хранитель ключей для агрегации, для объединения, для продвижения каких-то совместных проектов, которые будут идти на пользу в том числе местного производства, развития торговли, услуги, чтобы цепочка вообще становления предпринимателя была максимально понятной и доступной. У якутского бизнеса есть потребность в рабочих кадрах. Для решения вопроса должны быть созданы новые программы по подготовке специалистов. Кроме того, обсудили вопросы регулирования торговых надбавок. Это самый больной вопрос для предпринимателей. Глава региона Айсен Николаев отметил, что в этом вопросе важно соблюдать баланс между сдерживанием цен и сохранением предприятий, которые обеспечивают не только доходы бюджета, но и рабочие места. Понятно, что мы должны эти надбавки держать, мы должны их четко регулировать, вместе с тем увлекаться их, скажем так, умножением товаров, на которые мы надбавки вводим, снижать, зажимать это, конечно, на самом деле далеко не хороший путь, ни к чему хорошему он никогда не приводил. Сегодня в регионе действуют моратории на проверки деятельности частного бизнеса. Между тем, бизнес-сообщество в ряде районов и городов Якутии пожаловалось на необоснованные проверки. Айсен Николаев поручил главам муниципальных образований и городских округов прекратить эти незаконные действия. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Якутск.
Ну и в продолжении темы, хоть слово импортозамещение совсем не ново, тем не менее, в последние 2 месяца оно прочно вошло в лексикон жителей нашей страны. Многие отрасли вплотную столкнулись с проблемой сырья, комплектующих, с закрытием рынков сбыта. С другой стороны, есть и те, кто практически не ощутил на себе бремя экономических санкций. Я побывал в Тор-Якутии на этой неделе, пообщался с некоторыми его резидентами. То есть такое слово, как импортозамещение, в принципе, вам пока не важно, но я заметил, что у вас здесь все-таки оборудование стоит иностранного производства. Не сталкивались ли вы пока с тем, что оборудование вышло из строя и невозможно найти запчасти? Не, такого пока не было, потому что мы как бы запчастями уже закупились, проблем пока не испытываем. Не, ежедневно заказы наступают, как бы проблем в этом нету. Работаем, как работать. Условия экономических санкций, которые в той или иной мере отразились на многих секторах экономики, практически не повлияли на деятельность резидентов Тор-Якутия. И в основном это стало возможным благодаря использованию в производстве российского сырья. Наша продукция состоит из 3 компонентов основных. Это ОСП-плиты, пенополистирол и основной полиуретановый клей. Из них в полиуретановом клее есть валютная составляющая у производителей. Но, насколько я знаю, на данный момент наши производители подписали соглашение с китайскими поставщиками и гарантируют обеспечение нас продукцией. А ОСП-плиты от производителя Кроношпан производятся в Башкирии. Пенополистирол у нас производство из сырья Роснефть, Ангарский – это отечественный производитель. Производственная линия производится в Тульской области, отечественного производителя полностью. Помимо очевидных преимуществ СИП-панелей перед другими строительными материалами, в компании стараются учитывать все пожелания покупателей, максимально упрощая процесс покупки и доставки. С логистикой у нас вопросов нет. Человеку очень удобно. Он, находясь в Улусе, в Чорапчинском, Татинском, Амгинском, может заказать СИП-панели, оплатить удаленно, пользуясь ресурсами Сбербанка, QR-код, и получить продукцию уже на дом с бесплатной доставкой до адреса. Это очень удобно для клиентов, мы считаем, и пользуется большим спросом. Еще один резидент Тор-Якутия, компания Сахалипснели, в условиях экономического спада не только сокращает, а наоборот увеличивает объем производства и штат рабочих в связи с началом производства новых изделий. В этом году у нас еще большие планы. Будем выпускать уже газовые котлы, не только летнего горения. Также мы выпустили в этом году на производство мангалов, смокогрилей разного вида. Еще также делаем котлы для воздухогрейные котлы летнего горения, это камелек гаражного типа и дачного типа. Для производства газовых котлов тоже будем использовать комплектующие отечественного производителя, то есть проблем с этим не должно быть. Использование в производстве исключительно российского сырья и комплектующих, а также меры государственной поддержки металлургической отрасли в части регулирования максимальной торговой наценки позволило компании Сахалипснели не только удержать цены на свою продукцию, но и снизить их, а также задуматься и о расширении производства. В этом году будет расширение штата, то есть дополнительные рабочие места будем создавать. Также в планах открыть дочернюю компанию, это по производству электровелосипедов. Здесь, в Тор-Якутии. Тоже рама будет из стальных труб, закупать будем тоже здесь. Комплектующие этот уже будет закупаться с Китая. Что ж, нулевые ставки по налогам в течение первых 5 лет, пониженные ставки по страховым взносам, а именно такую поддержку от государства получают резиденты Тор-Якутия по соглашениям с Единым институтом развития Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Это, конечно, здорово, но и правильно выстроенная производственная модель предприятия позволяет не только удержаться на плаву в нынешних экономических условиях, но и динамично развиваться, не повышая цен на продукцию. Иван Лазаренко, Михаил Юмшанов, Кангаласы, Капитоновка, Якутия день за днем.
Санкции, конечно, не прошли бесследно для республиканских предприятий некоторых. Кола и энергетик, например, местного производства ФПК Якутии, пользуются большим спросом у якутян. Популярность этих напитков в разы возросла после повышения цен на зарубежную аналогичную продукцию. Отличительной чертой напитков ФПК Якутии является то, что все они изготовлены на артезианской воде из озера, которое находится под городом Якутском. Уникальной особенностью тонизирующего напитка ЕС, который расшифровывается как якутский энергетический секрет, является вещество эпсарин, полученное из пантов северного оленя. Это совместная разработка с Институтом биологических проблем криолитозоны при Российской академии наук. Продажи с каждым годом у нас растут, да, то есть лайки у нас в прошлом году мы выросли в 3 раза по сравнению с предыдущим годом. В этом году мы еще больше выросли. Вот, то есть, соответственно, мы идем только вперед, надеемся на дальнейшее сотрудничество со всеми магазинами нашего города и не только, потому что заинтересованы очень районы и улусы нашей республики. Также уже интересуются у нас другие регионы по России. Вот, поэтому будем настраивать логистику и готовы к дальнейшей работе со всеми. Ну и к другим темам. Вокруг вопроса лесозаготовки в Алданском районе Якутии сломано немало копий. На деле же заготовка еще даже не началась. На участок только доставлена техника, идут работы по изысканию участков. Компания «Ангара» предусматривает в Алданском районе весь цикл работ от лесозаготовки до его переработки и реализации населению. Подробности знает Александр Хавренко. На неделе вновь широко обсуждался вопрос лесозаготовки в Алданском районе. Слухов и домыслов о ней ходит много, но можно выделить 2 основных. Первый. Лесозаготовка нанесет непоправимый вред экологии Амги. И второй. На самом деле лесозаготовкой называют сплошную вырубку, и после завершения работ вместо леса останется чистое поле. Давайте разберемся. Вопрос экологии, конечно же, самый важный, и на него нам ответил главный лесничий республики. Несмотря на то, что участки предоставлены очень большими обширными территориями, рубка будет назначаться только в тех выделах, в которых возраст лесонасаждений будет соответствовать спелым и перестойным. Соответственно, из всех площадей будут исключены защитные леса, расположенные вдоль водных объектов, водоохранных и нерестоохранных зон. Соответственно, прямого влияния от заготовки древесины на водный объект не будет. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, и наша съемочная бригада отправилась в Алданский район. Мы находимся в так называемой зоне контроля. В случае возникновения лесного пожара эти леса тушиться не будут. До ближайших населенных пунктов десятки километров. До реки Амга 30 и более километров. Здесь и будет вестись лесозаготовка. Именно будет. Ведь несмотря на то, что участки были даны компании «Ангара» в аренду еще 2 года назад, на них не срублено ни одного дерева. Пока сюда лишь стянута техника и ведутся работы по изысканию участков. Работы по лесозаготовке не начались, а алданское лесничество уже находится в тесном контакте с представителями компании и частенько наведывается на место будущей деляны. Вырубки леса сплошняком, как вот в народе говорится, что сплошное поле останется, такое не будет. Будет отведена определенная лесоделяна, где будет предусмотрена заготовка древесины диаметром от 16 и выше. Будет вырубаться только крупный лес. Весь подрост, молодняк остается в пасеке для дальнейшего произрастания. На соседнем участке в начале 90-х была лесозаготовка Томодского лесокомбината. У них в договоре было прописано сохранение подроста. И сейчас на месте бывшей деляны вырос новый лес. Посмотрите, как тут возобновился подрост. У нас здесь на территории Алданского района посадка леса не производится, потому что у нас с сохранением подроста идет, с сохранением молодняка. Точно такие же правила прописаны и в договоре аренды у компании «Ангара». Кстати, на участке рядом лесозаготовка не велась, и он весь покрыт перестойными сухими деревьями. Один удар молнии и 1000 кубометров потенциальной древесины могут превратиться в угли и пепел. Александр Хавренко, Семен Семенов, Григорий Николаев, Якутск, Алданский район. Что ж, мы продолжим сразу после короткой рекламы. Оставайтесь на нашем канале. Продолжаем программу. Медленно, но уверенно весна шагает по Якутии, становится все теплее. Соответственно, постепенно закрываются и
ледовые переправы. Так, по приказу Укравтодор Республики с 15 апреля закрыто движение по ледовым переправам через реку Лену по маршрутам Нижний Бестях-Якутск и Кангаласы-Сотенцы. Кроме того, закрыт проезд для всех видов транспорта на автозимниках. Усть-Мая-Эльдикан с ледовыми переправами через реку Амга на 196-м километре и через реку Алдан на 423-м километре автодороги Амга. Также село Кобяй, поселок Сангар, автодороги Кобяй в Кобяйском районе. Граница Хангаласского района село Пеледуй, автодороги Умнос в Алекминском и Ленском районах. Автодороги Белькачи в Усть-Майском районе. Автодороги Сангар в Намском и Кобяйском районах. Также 510-й километр автодороги Вилюй и село Кобяй, автодороги Лючинская в Вилюйском и Кобяйском районах. Управление ГИМС напоминает, что выезд на лед после закрытия переправы опасен для жизни, а также является нарушением правил дорожного движения и административным правонарушением. Ну а в рамках подготовки к паводку рядом с Якутском на реке Лени в районе Табагинского мыса проводят зачернение льда. Целью распиловки и зачернения является снижение заторообразования на начальной стадии ледохода. В рамках предупредительных противопаводковых мероприятий по ослаблению прочности льда в Якутии проводится зачернение порядка 700 гектаров и распиловка 41 километра. На сегодняшний день выполнено 95% от общего объема работ. Почти работы все завершены по зачернению на реках Алдан, Амга, Нью-Йорк. Сейчас активная фаза идет работы на реке Лена. Подготовительные работы идут на северных реках. По срокам завершения они идут в соответствии с планом. И до конца этого месяца мы должны здесь Ленске, Алекминске, Хангаласском, Намском, Кобяйском, на территории города Якутска должны завершить, а на северных до следующего месяца, это где-то в числах 5 мы тоже должны завершить эти работы. Что ж, как говорится, весна идет весне дорогу. Ну а как пережили уходящую зиму жители Бяськёль горного района, которые почти полгода назад получили первые ключи от новых домов в сгоревшем микрорайоне Кэскил. Напомним, 7 августа прошлого года более 30 построек было уничтожено огнем. Сейчас самый сложный период для сельчан остался позади. Продолжит Саргалана Неустроева. Сегодня это место выглядит совсем по-другому, но еще 7 месяцев назад на выжженной земле начали заново отстраивать целый микрорайон, в котором сгорело 30 домов и 8 хозяйственных построек. Ключи от первого дома вручили еще в начале октября, а уже сегодня это современный микрорайон с развитой инфраструктурой. Самые главные сомнения вызывала эффективность строительства из МХМ-панелей. Несмотря на уверенность специалистов, многие попросту не могли принять тот факт, что дома можно построить так быстро. И главное, что в них можно будет пережить суровую якутскую зиму. Опасения, тем не менее, не оправдались. Зима пережита, в домах тепло. Очень хорошо дома. На старости лет даже ванная и туалет внутри появились. Перезимовали благополучно. И коровник тоже теплый оказался. Современный, не как раньше. Холодно ведь в минус 50 сено заносить. Тоже целое дело. А сейчас на мобильном песню включаю и, подпевая, работаю. Тот роковой день Диана Алексеевна до сих пор не может вспомнить без слез. По словам женщины, тогда она вышла получать пенсию, а когда уже вернулась, не было ничего. Все сгорело. Но жизнь продолжается, и новый дом уже понемногу обживается. Когда-то на участке семьи Жирковых помимо дома имелось и небольшое хозяйство. Кроличья ферма, огород, теплица, трактор и хатон. Все это сгорело за считанные минуты. И если постройки и трактор удалось возместить и восстановить, то хозяйство все еще предстоит. Тем не менее, следы трагедии 7 августа не исчезли бесследно. Бяськёль продолжает сталкиваться с последствиями пожара по сей день. К примеру, очистить сгоревший лес от мертвых деревьев близ села сегодня не представляется возможным. Такие полномочия есть только у федеральных органов власти. А на то, чтобы элементарно выкопать минеральную полосу к предстоящему сезону, не хватает денег. По пожарному требованию минерализованная обустроенная полоса у нас составляет около 3 километров. И вот
посчитали локальную смету, у нас получилось 6 миллионов 800 рублей. И наш бюджет муниципального образования, конечно, все эти деньги не подтянет. Некуда девать и сгоревшие остатки от микрорайона, бревна, технику, личные вещи. Временно их сложили неподалеку от Кискила, но очень быстро там образовалась несанкционированная свалка. По словам администрации Наслега, региональный оператор отказывается вывозить мусор. Между тем, настроение у сельчан заметно улучшилось. На главной площади проходят народные гуляния, дети ждут строительства новой современной школы и наслаждаются по-весеннему теплыми днями. Впереди у села остались главные испытания – не допустить паводка и в первую очередь очередного пожара. Сарглана Неустроева, Александра Охлопкова, Семен Семенов, Горный район. Между тем, жители многоквартирных домов в Якутске получили платежные квитанции за тепло, и многие обнаружили в них большие суммы в десятки тысяч рублей. Почему так произошло и как теперь оплатить эти долги без существенного удара по семейному бюджету, выяснял мой коллега Александр Хавренко. В первом квартале 2022 года многие жители Якутска получили платежные квитанции за тепло и обнаружили там крупные суммы. У кого-то 10 тысяч, у кого-то 20, а у кого-то и 30. И это плюс к тому, что они должны оплатить на текущий момент. Почему возникла такая ситуация? Согласно законодательству, начисление по многоквартирным домам без приборов учета происходит по нормативам. В домах с приборами учета начисление проводится по их показаниям. За базу берется фактическое потребление за предыдущий год, разбивается на 12 месяцев, а далее сумма делится на весь дом, на каждого собственника в зависимости от площади квартиры. Когда мы производили перерасчет в 2021 году, у нас произошло значительное снижение суммы коммунального платежа. Но если переходить на язык денег, то мы снизили размер коммунального платежа примерно на 224 миллиона рублей. При этом в 2021 году, когда мы уже за базу брали основу 2021 года, у нас произошло по фактическим показаниям приборов учета до начисления на 84 миллиона рублей. Проще говоря, в прошлом году средняя зимняя температура была выше, поэтому перерасчет производился в сторону снижения. В этом году зима холоднее. Был перерасход тепла и, соответственно, перерасчет произошел в сторону увеличения. Но зачастую в лишних доплатах за тепло виноваты сами собственники, которые не обращают внимания на разбитые окна или не закрывающиеся двери в подъезде. А это дополнительная нагрузка на теплопотребление. В межсезонье, когда у нас происходит за окном достаточно теплая температура, то есть потребитель должен понимать, когда у него в квартире жарко, то есть не надо просто открывать окна, а нужно обращаться в свою управляющую компанию или обслуживающую организацию для того, чтобы снизили тепловую нагрузку, потому что расход тепла идет, и за этот расход придется платить. Поставщики энергии понимают, что не у каждого есть свободные деньги, чтобы сразу оплатить 10, 20, 30 тысяч рублей. Поэтому организации идут навстречу потребителям. Во-первых, объявлены пеневые каникулы. С апреля по 31 декабря пени отменяются, и оплатить долги можно без них. Во-вторых, можно оформить договор реструктуризации и оплатить долг посильными долями. Для заключения договора необходимо предоставить заявление, копию паспорта, документы на жилое помещение. То есть, если квартира собственности, то документы на собственность. Если квартира муниципальная, то документы найм и ордер. Справка формы 3. Документы можно подать через интернет-приемную на сайте ПАО-ДЭК и через личный кабинет клиента. Не стоит затягивать с оплатой долгов за коммунальные услуги. Чем раньше произойдет реструктуризация, тем меньше суммы платежей будут назначены. Александр Хавренко, Григорий Николаев, Якутск. Тем временем 172 семьи подали заявки в Сахатранснефтегаз в Ленске на участие в программе соцгазификации. После подписания договора к их участкам подведут газовые сети. Работы начнут в мае месяце. Ну а те, кто уже подключился к газу, отметили, что стоимость услуг отопления снизилась в 4 раза. С 2013 года, с начала действия программы, к газу в Ленске подключились 289 домов. Занимается подведением газа до границ земельного участка Сахатранснефтегаз. Плата за эту работу взиматься с заявителей не будет.
После подписания договора с Саханефтегазбытом абонент обязан будет купить оборудование в домовладении своем, то есть это газовый котел, датчики, счетчики самостоятельно. Расчет оборудования варьируется в пределах суммы 150-200 тысяч в зависимости от квадратуры. Стоимость высокая, поэтому разработан ряд субсидий. Так, помощь в размере 100 тысяч рублей могут получить малоимущие. Также за счет средств района финансовую поддержку могут получить и работники бюджетной сферы. Но поддержку от государства получат граждане, которые переходят с центрального на газовое отопление. Субсидия составит 117 тысяч рублей. Пришли там все бухие. 66 семей Мирного в этом году переедут из ветхого жилья. У жителей алмазной столицы для этого купят квартиры. Люди отметят новоселье благодаря финансированию Алроса и региональной адресной программе. В общей сложности она коснется 3000 семей. В рамках действующего соглашения на алмазной компании выделено 150 миллионов рублей. На эти средства закупят 47 квартир на вторичном рынке. Расселение ветхого аварийного жилого фонда города Мирный остается приоритетной социальной задачей для компании «Алроса». В период с 2016 по 2022 год на эти цели компания выделила по соглашениям 1 миллиард 349 миллионов рублей. В 2021 году компания выделила на расселение 7 аварийных домов 300 миллионов рублей для расселения 104 квартир. Всего закупят 66 квартир в рамках финансирования Алроса и региональной адресной программы. В основном востребованы двухкомнатные по 73 тысячи рублей за квадратный метр. Однокомнатные чуть дороже, 88 тысяч рублей. А вот трехкомнатные стоят намного меньше. Условие: квартира должна находиться в каменном доме, не относящемся к аварийному фонду. Год постройки не ранее 1970-го. Торги пройдут путем электронного аукциона. Мы продолжим сразу после короткой рекламы. Оставайтесь на нашем канале. Мы продолжаем программу. Алмазов якутских «Невидимые грани». Юбилейную книгу под таким названием презентовали на этой неделе в историческом зале Национальной библиотеки Якутии имени Пушкина. Она посвящена столетию Якутской АССР и 30-летию создания Алроса. В презентации приняли участие ветераны алмазодобывающей отрасли и руководители компании. На мероприятии побывала Кристина Якупова. Книга повествует о первых алмазниках и сельских глубинах Якутии. В первую очередь автор-составитель Агния Игнатьева посвятила свой труд первопроходцам в промышленности, труженикам Верхневилюйского улуса, которые 30 лет назад сформировали первые вахтовые бригады Алроса. Мне кажется, очень актуально сейчас говорить о производственниках. Мне кажется, люди соскучились как раз по этой теме. И нужно больше и больше показывать людей труда. Именно тех, кто формирует наш бюджет. Хотим того или нет, наш бюджет формируется только за счет производственников. Продолжая традиции первых алмазодобытчиков, Алроса по итогам 2021 года стала лучшим участником республиканского проекта «Местные кадры в промышленность». Сегодня компания – одна из крупнейших работодателей в России. В структуре группы работает около 32,5 тысяч человек. Более 90% состава являются местные кадры. Расширение основного и сопутствующего производств, новые проекты позволили Алросу создать в 2021 году свыше 1800 рабочих мест. Почти все в Якутии. Еще столько же планируется создать в этом году. Ежегодно компания совместно с Государственным комитетом республики по занятости населения и с Мирнинским управлением социальной защиты проводит ярмарку вакансий в Вилюйской группе районов, в Ленском и Мирнинском районах. И реализует республиканский проект «Местные кадры в промышленность». Благодаря этой программе в прошлом году в компанию «Алроса» трудоустроилось 3018 человек. Эта цифра вдвое превышает показатели 2020 года.
Сегодня группа «Алроса» находится в стадии развития и открытия новых производств. К примеру, в 2022 году «Алроса» вводит в эксплуатацию карьер «Магнитный». Он находится на месторождении Верхнемунское у Дачнинского комбината. Скоро там начнутся вскрышные работы и добыча алмазоносных песков. Соответственно, все это повлечет за собой расширение кадрового потенциала компании. Автор книги уверена, что молодежь, прочитав ее, задумается о профессиональной карьере в большом и дружном коллективе, который своим трудом обеспечивает социально-экономическое развитие всей республики. Кристина Якупова, Григорий Николаев, Якутск. От бурной эпохи землепроходцев осталось не так уж много материальных свидетельств. Впрочем, сама современная география городов и поселков крайнего северо-востока – это уже своеобразный памятник. Ведь многие из них стоят в тех же или почти тех же местах, где когда-то были русские зимовья и острожки. На этом фоне уникальна судьба замечательного памятника русского зодчества в Сибири – Спасско-Зашиверской церкви. До сих пор стертый из памяти и затерянный город Зашиверск вызывает много споров у краеведов и исследователей. История города-призрака в материале Ирины Григорьевой. С большим удовольствием изучают этот макет и знакомятся с историей именно нашего древнего города Зашиверска. Антонина Никулина, заведующая школьным музеем, часами может рассказывать о таинственном городе Зашиверск. Макет города, сделанный руками школьников, один из ярких экспонатов. До сих пор позабытый, стертый из памяти таинственный город – тема споров исследователей и краеведов. Зашиверск – город-призрак, имеет много легенд и до сих пор хранит тайны. Раньше считалось, что Зашиверская церковь была построена в начале 1700 года, но новосибирский ученый Курилов и Майничев на основании архивных документов пишут. Русские казаки в устье реки Момы построили острог, часовню, избы. Спустя годы в 1735 году сплавили часовню и другие постройки вниз по реке Индигирка. С этого года началась история затерянного города. Зашиверск был основан в 1639 году на берегу реки Индигирка, как зимовье и сторожевой русский острог. Как раз в это время русские казаки и купцы активно занимались освоением Сибири и Дальнего Востока. С годами маленький сибирский острог разросся. В 1789 году Зашиверск получил статус города. При царском режиме там много-много богатые рыбаки были, да? Охотились на рыбалку. И момские колхозное время там каждый сентябрь ездили на рыбалку. Вот поэтому как будто момская земля. Каждая глава истории, связанная с потерянным городом, интересна и загадочна. Особенно его исчезновение. Некоторые историки считают, что вино стало быстрое истребление промыслового пушного зверя. Но есть и мистическая легенда о месте шамана. В одно время это было, появился, как сказать, шаман, да? Местный шаман Саргул Черемкин. Он сказал, вот скоро в Центральной Якутии уже начинается эпидемия оспы, поэтому надо спасать своих людей, скоро появится. И вот пришла ярмарка, и там был сундук, а сундук был красивый такой, красочный. И шаман сказал, что этот сундук надо утопить. Но люди не хотели, и все разобрали, все там прелести, сокровища, ткани. Но на завтра уже болезнь появилась. Самые крупные эпидемии оспы произошли до этого, в 70-е годы XVIII века. Понимаете, да, вот как-то немножко не стыкуется. И еще одна крупная эпидемия оспы произошла в этих краях в 1883 году, то есть уже после того, как Фердинанд Петрович Врангель зафиксировал в Зашиверске всего 5 жилых домов, да, и 17 человек населения.
После гибели города он пропал из упоминания. И о Зашиверске, о городе-призраке заговорили, когда начались масштабные археологические исследования во главе Алексеем Окладниковым. Единственным сохранившимся зданием города стала эта Спасо-Зашиверская церковь, которую разобрали и перевезли в Новосибирск. До сих пор Зашиверский Спасский храм древней архитектуры поражает своим совершенством многих путешественников и ученых. Момский район представляет интерес для многих исследователей. Особенно для ученых Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера. Ученые отмечают, не только под землей пропавшего города есть уникальные материалы, но и на земле. На протяжении столетий люди опасались подходить к этому месту, и, возможно, это и сохранило уникальное культурное наследие, которое еще не изучено. Однако исследования, раскопки требуют серьезной финансовой поддержки. Поэтому пока раскопки на местности, где был город-призрак, Зашиверск, пока лишь в мечтах. Раскопки артефактов, изучение ДНК – это лишь часть громадной работы археологов. Главное, появились бы неизвестные главы в истории и новые факты в изучении ранней русской культуры 17 века. Ирина Григорьева, Семен Афанасьев, Момский район. Тем временем в афишу Русского драмтеатра после трехлетнего перерыва вернулся легендарный спектакль режиссера Андрея Борисова «Созвездие Марии». 16 апреля на сцене прошел ее юбилейный 50-й показ. Специально к этой дате театр совместно с историческим парком «Россия. Моя история» и учеными создали почтовые открытки с виртуальной и дополненной реальностью, с видеофрагментом спектакля. Их можно будет приобрести в театре. Ульяна Шагина о спектакле и новых открытках. Артисты Русского театра репетируют день и ночь. В эти дни на сцене Пушкинского идут показы «Созвездие Марии». Это история о великих покорителях и просто влюбленных людях, супругах столбовой дворянки Татьяне и молодом гардемарине, а позже и военном моряке Василии Прончищеве, чьей судьбой станет дойти до самого края севера. Она и знала всю суть происходящего, всю опасность, скажем так, этой непростой экспедиции, этой непростой всей истории. Она предполагала, конечно же. Вот. Но, тем не менее, ее сила воли, духа, верности, любви, с той, которой она шла за своим супругом, за Василием, это придавало ей силы, уверенности. Именно Татьяна в сценической версии Мария и Василий Прончищева, а также их друзья Семен Челюскин, Витус Беринг и другие мореплаватели смогли четко обозначить на карте российского государства северные границы. Но чего им стоила эта работа? Отважные исследователи и не подозревали, что ждет их впереди, когда вокруг только глыбы льда и долгая зима. В то время и болезни не лечились, та же самая цинга, от чего матросы бывало полностью целыми экипажами погибали. И вот я, как актер персонажа, как сам персонаж, точнее, тоже погиб. Потому что так получилось. Во время исследования фарватера провалился под лед, переломилась нога, и произошел тромбоз, из-за чего я, собственно, и погиб. Но в этом и есть история вот той самой любви между мной и Марией, в том, что она даже... одна из таких самых популярных версий умерла от тоски по мне. И буквально через 2 недели после моей смерти умерла и она. Режиссер Андрей Борисов поставил спектакль после того, как увидел туфельку Татьяны, найденную при научных раскопках у профессора Старкова в Москве. Кстати, туфли Татьяны Марии играют в спектакле особую роль. Премьера «Созвездие Марии» прошла в Москве в далеком 2012 году. С тех пор каждый ее показ собирает только положительные отзывы от зрителей. А вообще история самого спектакля, самого этого великого подвига, она, конечно, завораживает и очень актуальная сейчас, потому что спектакль это очень легендарный спектакль, эпохальный, я бы сказал. Андрей Исаевич Борисов, мне кажется, он других и не ставит. Но когда мы показывали в Москве, в гостином дворе, люди плакали. Все плакали. Хотя мы, конечно, это был первый показ, это была премьера в Москве, мы даже здесь ее не играли, переволновались, но это их так тронуло, что благодарности до сих пор, по-моему, сыпятся на нас. История этого покорения арктических берегов теперь запечатлена и на серии почтовых открыток. Ученые, историки и артисты создали настоящий подарок для ценителей приключенческой документалистики. Открытки станут настоящим подарком и для тех, кто любит этот спектакль.
Прошлый год был год науки, и мы начали делать выставки. И вот в рамках этих выставок решили сделать такое маленькое лаконичное произведение, как почтовая открытка. То есть человек получает и не просто видит картинку, цветочек, и 8 марта, там 23 февраля, а видит информацию. То есть там есть информация о исторических вопросах, связанных с материаловедением и так далее. Интересный процесс. Мы вовлекли дизайнеров, в том числе из других городов, студентов. У них свое портфолио появилось. Ну, такой интересный конгломерат вышел. Любой сейчас приезжающий турист, человек, он спрашивает: у вас в Якутске что-нибудь интересное есть? Есть. Вот они открытки, вот они дополнили реальность. Мы встали примерно на уровень многих центральных городов. Здесь еще одна фишка. Если навести телефон на изображение Марии на открытке, то на экране телефона высветится фрагмент спектакля «Созвездие Марии», где Мария вместе с мужем Василием Прончичевым впервые вступили на корабль «Якутск». Именно на этом корабле Василий и Мария Прончичевы отправились покорять северные широты нашего государства. Эта история, она опять возымеет, скажем так, новую жизнь пойдет. И буквально через несколько часов мы начнем опять показ «Созвездия Марии». Мы будем рады видеть наших дорогих любимых зрителей. Открытки вышли ограниченным тиражом, и часть из них как раз такие зрители смогут приобрести перед началом спектакля «Созвездие Марии» в Русском драматическом театре. Ульяна Шагина, Георгий Баранов, Якутск. Что ж, именно такой была эта неделя. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий. Вы осмотрели программу «Якутия. День за днем». Для вас в студии работал Иван Лазаренко. Я с вами прощаюсь и берегите себя.